Отдохните сегодня вечером о вещах, о которых вы беспокоились. Бог уже работает над этим. Разрыв не будет длиться вечно. Бог скоро соберет ваши кусочки воедино и заменит вашу боль чем-то величественным. Просто подожди и увидишь. Пусть надежда возникает по мере смены сезонов. Бог говорит: помните следующее: «Я проложу тебе путь, я участвую в твоих битвах. Молитва – лучшее лекарство. Доверьтесь моему выбору времени, я никогда не перестану помогать тебе. Никогда не теряй надежды». Продолжайте смотреть это видео до конца. Бог благословит вас без предупреждения, потому что вы молились без сомнений. Бог говорит вам сегодня: «Я посылаю великие перемены в вашу жизнь. Я услышал ваши молитвы. Я знаю ваше сердце и знаю, что вы желаете лучшего. Я посылаю вам лучшее и лучшее. Вы многое пережили в своей жизни. Люди уходили от тебя, осуждая тебя. Но имеет значение только то, что я говорю. Ты должен оставаться на пути. Я не создал тебя совершенным, я создал тебя верным. Бог говорит вам сегодня: не сдавайтесь, не теряйте надежду. Ты так близок к своему прорыву. Я услышал вашу молитву, мои ангелы были посланы, чтобы помочь вам. Исцеление приближается к вам, финансовая помощь приходит к вам, новые возможности приходят к вам. Ваш сезон недостатка закончился, начался период изобилия и избытка. Будьте воодушевлены сегодня, я люблю вас. Не расстраивайтесь из-за того, что не получается, это еще не конец. Бог все еще работает за кулисами. Происходят вещи, которых вы не можете видеть. Продолжайте благодарить Его, оно уже в пути. Бог говорит вам сегодня: не идите назад. Это то, чего хочет от вас враг. Ваше будущее будет больше, чем ваше прошлое. Ваше прошлое было всего лишь подготовкой к вашему будущему. Я с тобой. Продолжайте двигаться вперед. Впереди у тебя дела обстоят лучше. Как только вы открыли глаза этим утром, Бог открывает для вас двери и возможности. Ожидайте прорывов, ответов на молитвы, хороших новостей, благословений и чудес в вашей жизни. Я утверждаю это, если вы верите. Сегодня вечером, когда часы пробьют 11 часов 11 минут, то, что беспокоило вас годами, исчезнет, ознаменовав значительные перемены. Верьте, что ваши лучшие дни еще впереди, и не поддавайтесь влиянию внешнего вида, потому что у Бога есть планы по обеспечению вашего процветания. Иногда Бог поддерживает вас, пока путь не станет безопасным и ясным. Будьте благодарны этой жизни, ведь то, что вам суждено, не останется незамеченным. Бог находится в процессе преобразования вашей ситуации, благословляя вас и вашу семью, исцеляя ваши раны и превращая ваши трудности в награды. Пожалуйста, не пропускайте это видео. Если вы верите в Бога, вот 3 вещи, которые Бог хочет, чтобы вы знали сегодня. 1. Он восстановит все, что вы потеряли, и лучшие дни не за горами. 2. Работа, о которой вы мечтаете, и благословения, о которых вы молились, уже в пути. Бог прокладывает вам путь. 3. Он дает силу вашим слабостям, ответы на ваши вопросы, мир в вашем замешательстве и исцеление от вашей боли. Не сдавайтесь, ведь вы находитесь на пороге великой победы. Если ты веришь в Господа Иисуса, напиши «Аминь». Слушайте, потому что сегодня у ангелов есть для вас особое послание прямо из Божественной книги.
Если вы не уловите это послание целиком, вы можете упустить некоторые удивительные благословения. Так что найдите секунду, чтобы нажать кнопку «Нравится» и позвонить в колокольчик. Наша миссия – разбрасывать веру и надежду, как конфетти. Угадай, что? У Бога есть фантастические новости для вашей семьи. Мы говорим о том, чтобы оставить позади эти мрачные дни беспокойства, разочарования и борьбы с деньгами. Вместо них приготовьтесь к большой дозе радости, благополучия и чудес-сюрпризов. Если вы согласны с этими обещаниями, проявите немного любви, поставив этому видео палец вверх. Держитесь за шляпы, потому что кто-то вот-вот вручит вам ключи от новой надежды. Это похоже на способ вашего Небесного Отца показать вам, что Он заботится о вас. Найдите минутку, чтобы расслабиться в спокойной, безмятежной обстановке и стать свидетелем впечатляющих чудес вокруг вас. Расслабьтесь до конца этого повествования, потому что вас ждут божественные откровения и радостные новости. Сейчас вы собираетесь начать период, изобилующий благословениями и бесконечной любовью. Расстановка всего в вашу пользу выглядит так, как будто космос устраивает для вас грандиозное зрелище. Этот этап вашей жизни скоро будет наполнен хорошим здоровьем, позитивным настроем, горами успеха, прекрасными отношениями, внутренним спокойствием, интеллектуальным ростом и изобилием богатства. Благословение, прорывы и божественное одобрение – все это ждет вас. Всегда помните, что все содействует вам во благо, как сказано в Римлянам 8 часов 28 минут. Вот захватывающее открытие: вы среди немногих счастливчиков, которым предложен еще один шанс на жизнь. Представьте себе эту возможность как шанс осуществить свои мечты на пути к будущему, полному благословений. На протяжении всего этого путешествия помните, что божественная сила – это ваша направляющая сила, которая ведет вас через все взлеты и падения. Доверьтесь Его вечной любви, воспользовавшись этим вторым шансом. Пусть ваше сердце будет притяжителем благодарности и радости. Каждый момент, победа и благословение, которые встречаются на вашем пути, это божественный дар. Продолжайте нести любовь, надежду и доброту окружающим. При этом вы станете свидетелем того, как Вселенная выровняется, чтобы осыпать вас позитивом и радостью. Воспринимайте это сообщение как легкий толчок, напоминающий вам, что ваше будущее полно грандиозных планов, а ваше прошлое – сокровищница благословений. Не упускайте эту возможность, сердечно поблагодарите ее. Аминь. Помните глубокие слова Иисуса: «Я есть путь, истина и жизнь». Никто не достигает божественного, не пройдя через него. Приготовьтесь к неделе, полной ошеломляющих сюрпризов. Вселенная работает за кулисами, чтобы гарантировать, что все хорошее произойдет на вашем пути. Итак, продолжайте улыбаться и приготовьтесь получить благословение. Вот специальное послание из Небесного хранилища мудрости. Откройте свое сердце и разум, поскольку это сообщение может изменить правила игры. Это может показаться немного сложным для понимания, но перемены уже не за горами. Вы находитесь на грани изменений в своей нынешней роли или положении. Но не волнуйтесь, перемены – это приправа к жизни, и они открывают вам новые возможности для роста, обучения и исследования своей жизненной цели. Это изменение не умаляет вашей крутости. Ваши таланты и навыки столь же ярки, как и прежде. Этот переход не означает какого-либо провала с вашей стороны. Вы уникальная личность с удивительными талантами, которые положительно влияют на других.
Этот переход – всего лишь новая глава в истории жизни, где новые перспективы делают вещи интересными. Совершенно нормально испытывать самые разные эмоции, сомнения, грусть и даже намек на горе. Крайне важно признать эти чувства и дать себе время на выздоровление. Помните, что небесные силы будут с вами во время этих перемен. Этот переход означает начало нового этапа в вашей жизни. Вселенная всегда с вами. Верьте, что все происходит в идеальный момент, и будьте открыты благословениям и новым возможностям, которые появятся на вашем пути. Пока происходят эти изменения, найдите время, чтобы обдумать все уроки и преимущества, которые принесла вам ваша нынешняя должность. Отмечайте свои достижения и положительное влияние, которое вы оказали на других. Вселенная признает и ценит ваши усилия. Примите эти перемены с распростертыми объятиями, поскольку это возможность для роста, пробовать что-то новое и знакомиться с новыми людьми. Ваша ценность не привязана к вашей работе или должности. Ваша уникальная искра продолжает ярко сиять, несмотря ни на что. Этот переход – только начало новой главы в вашем путешествии. Доверьтесь небесному плану, он обещает впереди захватывающие события. Ваше путешествие еще далеко от завершения, и это изменение – всего лишь один шаг к вашей высшей цели. В это время найдите силу в своей вере и внутренней стойкости. Соединитесь со своей духовной стороной через молитву, медитацию или что-то еще, что вам подходит. Вселенная здесь, чтобы направлять и поддерживать вас. Положитесь на поддержку своих близких и поделитесь с ними своими мыслями и чувствами. Они здесь для вас на этом этапе жизни. Примите это сообщение близко к сердцу, даже если трудно принять, что кто-то другой вскоре займет вашу нынешнюю должность. Доверьтесь замыслу Вселенной и доброте мира. Ваша ценность выходит за рамки любой должности или звания. Знайте, что Вселенная всегда с вами. Примите рост, уроки и благословения, которые приходят с этими переменами. Вселенная приготовила для вас невероятные вещи, и ваше путешествие только начинается. Почувствуйте любовь и благословение, которые Вселенная посылает вам. Имейте веру и скажите «Аминь», чтобы претендовать на эти благословения. Напишите 11 часов 11 минут и поставьте лайк этому сообщению, чтобы продемонстрировать свою веру в планы Вселенной. Поднимитесь и встретите этот день, ибо победа уже ваша. Вы прошли испытания, и теперь пришло ваше время получить благословение. Вы преодолели трудности и извлекли ценные уроки из своего опыта. Вы проявили замечательное мужество, столкнувшись с непредвиденными проблемами, возникшими не по вашей вине. В минуты отчаяния твои слезы падали на землю, как семена. Но вот что самое прекрасное, эти слезы омили почву, и теперь появляется зеленый росток. Держите этот образ в своем сердце. В этом году вы соберете семена, которые считали мертвыми. Они ожили и вернутся к вам как прекрасные, обильные благословения, обогащающие вашу духовную жизнь. Эти благословения не принесут печали или проблем. Они чисты и искренни. Вы оказались в правильном положении для процветания, при условии, что вы доверяете Божественному и хорошо относитесь к другим. Отбросьте сомнения и пессимизм и просыпайтесь каждый день с непоколебимой верой. Чудеса и чудеса достижимы, если верить. Но помните, это не игра на удачу или волшебство. Речь идет о вере в Божественное Слово, которое всегда исполняется в точное время по Божественной воле.
Если вы желаете перемен, процветания и трансформации, этого можно достичь. Во мне живет сила, способная в одночасье изменить сердце и мысли, но мне нужно твое доверие. Вы отправляетесь в новую местность, и вскоре вы станете свидетелем этого. Отпустите прошлое и расширьте свою веру, чтобы принять дары, которые я дарю. Ваше испытание прошло успешно, и ваш момент настал. Захватывающие чудеса неизбежны для вас и ваших родственников. Я понимаю, как много для тебя значат наши диалоги. Вы жаждете услышать меня, но временами жизнь становится хаотичной, а ваш разум полон забот. Ваша сила дремлет, поскольку ваш сосуд лишен всего. Все, что я прошу, это всего лишь часть вашего времени. Те моменты, которые вы посвящаете мне, я превращаю в силу, счастье, спокойствие и мудрость. Когда вы приближаетесь ко мне с верой, вы поднимаетесь на другой уровень. Ваша душа обретает покой, разум становится спокойным, а мысли стабилизируются. Никаких бурь, только спокойствие. Задержитесь еще немного и протяните ладони, чтобы принять подарки, которые я дарю. Наполните свой мешок этими подношениями и окутайте свой дух моим плащом стойкости. Почувствуй нежную ласку моей руки на своем лбу, пылающий огонь моего божественного духа, очищающий нечистоту. Эти ежедневные встречи со мной постепенно меняют вашу жизнь. Вы познаете значение этого процесса, происходящего постепенно, шаг за шагом. В этот период черпайте силы из веры и стойкости. Соединитесь со своей духовной стороной через молитву, медитацию или что-то еще, что приносит вам спокойствие. Вселенная здесь, чтобы направлять и поддерживать вас. Положитесь на своих близких, поделитесь своими мыслями и эмоциями, и знайте, что они готовы поддержать вас на этом этапе вашего существования. Приветствуйте это послание с открытым сердцем, даже если оно кажется трудным принять. Доверьтесь изначальной доброте плана Вселенной. Ваша ценность выходит далеко за рамки любой роли или положения. Стойте твердо, зная, что Вселенная будет с вами на каждом этапе пути. Примите рост, учения и дары, которые приходят с этой трансформацией. Вселенная приготовила для вас замечательные вещи, и ваше путешествие разворачивается в соответствии с вашей высшей целью. Почувствуйте любовь и благословение, посылаемые вам Вселенной. Имейте веру и требуйте этих благословений с громким «Аминь». Напишите 1111 и поставьте лайк этому сообщению, чтобы продемонстрировать свое доверие к плану Вселенной. Приготовьтесь наблюдать заметные и ожидаемые успехи в вашей карьере, финансах, здоровье и отношениях, когда мы вступаем в 2024 год. Верьте, что божественное обеспечение, исцеление, защита и руководство привносятся в вашу жизнь Богом. Обязательным условием получения этих преобразующих благословений является просмотр этого видео до конца. Помните, возлюбленные, что у вас есть потенциал стать движущей силой процветания, успеха и благополучия своих семей. У вас есть сила произвести устойчивые изменения в вашем окружении. Приготовьтесь получить обильный поток небесных даров, которые изумят и глубоко смирят вас. Напишите «Аминь», чтобы выразить свое желание получить эти подарки. Господь обещает, что предстоящий месяц принесет в вашу жизнь чудеса. Ваше путешествие превратится в путешествие, наполненное радостью, исцелением и достижениями. Бог готов превратить ваши слезы в улыбки, и в этот самый момент на ваши молитвы приходит ответ. Слушайте божественное послание Бога на эту неделю.
Мое любимое дитя, прислушайся к моему голосу, когда я говорю с тобой, ибо я всемогущий Создатель, тот, кто наблюдал за тобой с безграничной любовью с незапамятных времен. Приготовьтесь, ведь у меня запланированы для вас удивительные сюрпризы. Я уже даровал вам исцеление, свободу, богатство и хорошее здоровье, как вы просили. Я открываю новые пути финансовых благословений, превосходящие ваши самые смелые мечты. Богатство будет притягиваться к вам без усилий, словно река божественной милости. Доверьтесь мне, ведь я могу сделать невозможное возможным и изменить жизни. Финансовые трудности, с которыми вы можете столкнуться, должны быть решены, и все ваши долги погашены до конца этого месяца. Чудесное исцеление, освобождение от болезней и свобода от долгов уже не за горами. Я превращу вашу жизнь из жизни, пронизанной болью, борьбой и нуждой, в жизнь исцеления, комфорта и изобилия. Вся ваша семья испытает исцеление, и когда необходимость будет наибольшей, в вашей жизни проявятся невероятные финансовые чудеса, и все это во имя Иисуса. Дорогой человек, я слышу твои молитвы и творю чудеса в твоей жизни. Я Бог невозможного, тот, кто прокладывает пути через непроходимое. Как хлеб жизни, как хлеб питает ваше тело, я здесь, чтобы питать вашу душу. Ищите меня всем своим сердцем, и вы обретете удовлетворение и удовлетворение. Самые сокровенные желания вашего сердца будут исполнены. Несмотря на суету мира, в этом году вы никогда не будете лишены проявления славы Божией в своей жизни. Я не оставлю вас и вашу семью, потому что я благословил и вдохновил вас. Огромное богатство вот-вот войдет в вашу жизнь без борьбы и раздоров. Я изолью на вас благословение, поддержу ваши начинания и удовлетворю ваши потребности. Помните, что исповедание устами, что Иисус – Господь, и вера в сердце, что Бог воскресил Его из мертвых, обеспечивает ваше спасение. Ситуация, с которой вы столкнулись, находится на грани чудесного преобразования. Ваше здоровье улучшится, и по моей милости вы откроете неожиданные финансовые ресурсы. Это видео символизирует путешествие чудес и благословений, которое предстоит вам. Сохраняйте веру в меня, потому что вся боль, печаль и бессонные ночи, которые вы пережили, скоро исчезнут. Ваши молитвы и стремления будут удовлетворены в изобилии. Любовь, жизненная сила и процветание превзойдут ваши самые смелые мечты. Напишите 333, чтобы выразить свою веру в божественное провидение. С вечной любовью Бог, твой любящий Отец, пишет тебе это письмо с сердцем, полным любви. Вы были созданы по Его образу, и Он всегда восхищался вами. Вы Его драгоценное достояние, и Он дорожит вами больше всего на свете. Независимо от того, какие ошибки вы совершили, Бог любит вас безоговорочно. Он никогда не перестанет любить тебя, несмотря ни на что. У Бога есть чудесный план для вашей жизни. Он хочет, чтобы вы были счастливы и удовлетворены. Он хочет, чтобы вы испытали Его радость и мир. Он хочет, чтобы вы изменили мир. 2024 год знаменует собой великолепный период глубоких преобразований, замечательного прогресса и захватывающих дух чудес. Давайте вместе вознесем наши искренние молитвы, представляя, что ваша финансовая стабильность превзойдет ваши самые смелые мечты, а все обязательства будут изящно выполнены заранее. Приготовьтесь к скорому рассвету триумфа и финансового суверенитета, который украсит вашу жизнь в течение следующих 12 часов. Будьте настроены на гармоничные мелодии неожиданных финансовых благ,
которые уже на пути к вам. Примите эти благословения с непоколебимой верой, и вскоре вы станете свидетелем чудес, разворачивающихся на ткани вашего существования. В священных стихах послания к евреям, глава 10, стих 25, мы находим глубокую мудрость, которая выходит за рамки простого физического собрания верующих для поклонения и наставления. Это говорит о более глубокой приверженности Божественному Царству Бога, которая включает в себя отношения, служение и непоколебимую преданность за пределами поверхности. Все, что не приближает нас к Богу, стремится разрушить красоту нашей жизни, будь то обида, рана, работа, слава, открытая дверь или отношения. Если это не соответствует Божьему плану, оно может попытаться затмить нашу истинную цель. Тем не менее, в те моменты, когда Бог призывает нас в сторону, и мы чувствуем, что идем одиноким путем, мы отправляемся в чудесное приключение, где наша жизнь окажется более прекрасной, чем мы могли себе представить на другой стороне. В Ветхом и Новом Заветах мы встречаем яркие примеры людей, которых Бог могущественно использовал. Каждый из них отделяется и отделяется, прежде чем раскрывается как благословение для других. Авраам, призванный оставить позади свою родину и семейные традиции, является примером этого божественного разделения. Моисей, изгнанный со своего почетного положения в Египте, оказался в пустыне только для того, чтобы стать великим лидером, которого задумал Бог. Давид тоже испытал изоляцию, прежде чем взойти на престол. Эти рассказы напоминают нам, что быть отделенным Богом иногда может показаться одиноким, но это приводит к беспрецедентной точке зрения. Это позволяет нам увидеть мир с другой точки зрения, увидеть то, чего не видят другие, и почувствовать то, чего другие не могут. Рассмотрим процесс очистки золота в огне аффинажа. Это может быть трудно и даже болезненно, но в результате получается блестящее, безупречное сокровище. Подобным образом, Божье разделение в нашей жизни может означать оставление позади того, что знакомо и даже любимо, но все это часть Его божественного плана, направленного на то, чтобы привести нас к чему-то большему. Этот путь может показаться одиноким, но именно здесь Бог передает свою мудрость, силу и преобразование. Именно здесь мы избавляемся от ограничений толпы и обретаем уникальное понимание Его цели. Когда мы обращаемся к страницам Священного Писания, мы обнаруживаем, что Бог часто призывает обычных людей отойти от толпы и подняться на метафорический склон горы. Там они преображаются в необыкновенные сосуды Его благодати. Жизненный путь действительно может быть трудным, отмеченным жертвами и отказом от мирских удобств. Однако это разделение не должно причинить нам вреда. Это способ Бога превратить нас в нечто необычное. Окунитесь в уединение на склоне горы, ведь именно там из вас превратятся в сосуд чести. Повествование вашей жизни претерпевает глубокие изменения. От чувства подавленности вы перейдете к ощущению глубокого удовлетворения во всех аспектах. Воспримите сезон изоляции как уникальную главу вашего путешествия, полную безграничных возможностей. Цель Божества для вас превосходит все, что может предложить этот мир. Возможно, это не всегда удобно, но оно создано для Его славы. Отправьтесь в это путешествие, претерпите его испытания и наблюдайте, как Божественное очищает и украшает вашу жизнь. Хотя привычки могут сломаться, а страхи исчезнуть, вы станете сокровищем, очищенным рукой мастера. Теперь подумайте об этой истине. Ваши проблемы усугубляются, когда вы зацикливаетесь на них.
Точно так же, как камешек, поднесенный близко к вашему глазу, затуманивает ваше зрение, проблемы становятся больше, когда мы сосредотачиваемся исключительно на них. То, на что мы обращаем внимание, имеет власть над нашими умами и сердцами. Поэтому отведите свой взгляд от проблем, которые грозят поглотить вас, и сосредоточьте свой взгляд на славе Божества. Поступив так, вы преобразитесь в Его образ, и Его мир затмит жизненные бури. Давид мудро заявил в Псалме 121: «Поднимите очи ваши на холмы и знайте, что помощь ваша от Господа». Обратите свой взор вверх, где царит надежда и божественная уверенность. Иисус говорит вам сегодня: «У меня есть чудесные вещи, которые надежно спрятаны для вас». Чтобы обеспечить конфиденциальность, зайдите в свою комнату и закройте дверь. Некоторые люди уделяют вам пристальное внимание, пытаясь минимизировать ваш потенциал. Не позволяйте им вмешиваться в ваши планы. Держите эту дверь закрытой. Когда ты решишь открыть мне свое сердце, я хочу, чтобы ты открыл и свои уши. Я знаю о тебе все. Я понимаю, что бывали времена, когда вы теряли веру, чувствовали безнадежность и подвергали сомнению мои действия. Сегодня я хочу решить эти проблемы. Я выбрал тебя среди тысяч возможностей. Я призываю вас открыть свои духовные уши и прислушаться к моему голосу. Откройте свои духовные глаза, чтобы увидеть меня. Ты узнаешь, что видишь меня, когда тьма обратится к свету, когда страх исчезнет, и ты больше не будешь чувствовать себя одиноким, даже когда рядом с тобой нет людей, потому что у тебя есть я. Я общаюсь с тобой, потому что ты позвал меня своим сердцем. Я очень хочу услышать, как ты называешь меня по имени. Я хочу, чтобы ты понял, я могу помочь тебе найти свой путь, когда ты чувствуешь себя потерянным. Ваш голос, ваш красивый голос может принести утешение и ясность в ваше путешествие. Я хочу, чтобы вы поняли, что вы не одиноки. У меня есть план для тебя. Вы можете услышать голоса, которые сбивают вас с пути, голоса, неведомые Богом. Будьте осторожны, прислушиваясь к голосу человека, поскольку это может привести вас к жизни, полной неудач. Люди часто видят в других худшее, а не лучшее. Вас не определяет то, что о вас говорят другие. У меня есть цель для вашей жизни, и я буду направлять вас. Я уже начал в тебе доброе дело и доведу его до конца. Даже если ты считаешь, что вырос и больше не нуждаешься во мне, я еще не закончил работать над тобой. Мои мысли не совпадают с вашими. Не уподобляйтесь тем, кто руководствуется исключительно своим прошлым опытом. Успех или неудача не должны диктовать вашу готовность снова подняться. Тебе нужно прислушаться к моему голосу и понять, что даже в самую темную ночь наступит рассвет. Когда я создавал тебя, я вселил в тебя все, что тебе нужно. Не расстраивайтесь из-за того, что вы не похожи на человека, которым вы восхищаетесь. Вы не должны были быть копией. У меня есть уникальная цель для каждого из моих детей, и ваши мечты должны соответствовать этой цели. Когда вы знаете себе цену, никто другой не сможет вас обесценить. Посмотрите в зеркало и скажите: «Я есть, потому что есть мой Небесный Отец. И пока Он жив, я живу. Сын мой, дочь моя, вот я, твой Небесный Отец. Вам больше ничего не нужно. Во мне ты найдешь покой в любви». Псалом 121:1 спрашивает: когда вам нужна помощь, куда вы смотрите? Будучи Детем Божьим, разумно искать силы у сильного.
Думайте о своем небесном Отце как о супергерое, который никогда не проигрывал битву и не терпел неудач. Кто может лучше сражаться за вас или помочь вам, чем кто-то вроде него? Некоторые люди никогда не испытывают покоя, потому что знают только о трудных временах и разочарованиях в жизни. Но если вы сможете поверить во что-то лучшее, вас ждет мир, полный удивительных возможностей. В послании к Евреям 4 часа 16 минут говорится, что мы должны уверенно говорить с Богом, когда нам нужна помощь. Иногда наши проблемы сохраняются дольше, чем следовало бы, потому что мы не просим Бога о помощи. Мы часто обращаемся к экспертам и профессионалам, но забываем о Боге. Представьте себе песню, которая звучит так: «Когда у тебя есть такой друг, как Иисус, ты можешь поделиться с Ним своими проблемами и грехами. С Ним обо всем поговорить – настоящее удовольствие». К сожалению, мы иногда теряем покой и страдаем напрасно, потому что забываем с Ним поговорить. Подумайте о проблеме, с которой вы столкнулись прямо сейчас. Независимо от того, как долго вы сталкивались с этим и насколько трудным это казалось, пробовали ли вы обратиться к Иисусу, тому, кто никогда не подводит тех, кто Ему доверяет? Псалмопевец в Библии предпочел отвести взгляд от неприятностей и вместо этого сосредоточился на Господе, который наблюдает за нами со своего небесного престола и готов помочь. Помните, что то, что вы видите, это лишь часть большой картины. Бог, который находится высоко в небе, видит все и может справиться с любой проблемой, какой бы большой она ни была. Представьте Бога любящим родителем, который учит вас ходить, лечит ваши раны и питает вас любовью. Несмотря на то, что некоторые из нас переживают трудные времена, мы ведем себя так, будто мы совсем одни без помощи Бога. Но Бог продолжает протягивать руку помощи, говоря: «Просто попроси меня о помощи, и я буду рядом с тобой». Не беспокойтесь о больших проблемах, стоящих перед вами. Доверяйте тому, кто на вашей стороне. Давайте посмотрим вверх с надеждой, волнением и уверенностью. Иногда жизнь пытается сбить нас с толку, но мы можем выбрать посмотреть вверх и вспомнить Божьи обещания. Сосредоточьтесь на дороге впереди и продолжайте движение. Данные долговечны, но если вы продолжите зацикливаться на них, они могут сохраниться. Вместо этого направьте свои мысли к Богу и ощутите глубокий мир, который поистине поразителен. В конечном итоге ваша помощь исходит от Бога, который вечно присутствует и никогда не опаздывает. Даже в трудные времена верьте в Божью любовь и концентрируйтесь на Нем. У Бога есть способность превратить ваши страдания во что-то чудесное и использовать их для чего-то замечательного. Бог обещает, что если вы попросите, вы получите. Он помнит о вас каждый день, наблюдает за вами и распространяет на вас свою любовь, независимо от обстоятельств, в которых вы находитесь. Всегда помните, Бог с вами. Ты не один. Продолжайте молиться и верить в Бога, ибо Он никогда не колеблется. Могу ли я получить аминь? Избегайте опьянения вином и вместо этого наполняйтесь Духом. Лучшие обстоятельства ждут впереди. Верьте этому, говорите это и доверяйте этому. Подтвердите, набрав «да». Бог заверяет вас сегодня: «Я поддержу тебя». Я услышал твои молитвы и понимаю твои страдания. Поверь мне, я все контролирую. Радость и благословение грядут. Просто держись. Страдания, которые ты испытываешь, несущественно по сравнению с предстоящей радостью. Держите подбородок высоко. Вы сильнее, чем вы думаете.
Вас ценят. Ожидайте чудес и благословений. Бог на вашей стороне. Подтвердите это. Аминь. Апрель – месяц непредвиденных благословений, хороших новостей и чудес. Вы исцелитесь, вырастете и процветаете. Мир движется в вашем направлении, и вы достойны этого. Божьи благословения преследуют вас. Благосклонность окружает вас. На этой неделе ожидайте знака того, что вы на правильном пути. Заявите об этом во имя Иисуса. Аминь. Успех, победа и преодоление препятствий ваши на этой неделе. Если вы в это верите, это произойдет. Апрель принесет последовательные победы, исцеление, благословение и трансформацию. Ваша жизнь скоро изменится к лучшему. Вы можете претендовать на финансовые, карьерные, умственные, физические, эмоциональные и семейные победы. Вы победите во всех аспектах жизни. Бог получил тебя. Хорошие новости, прорывы, чудеса и благосклонность ждут вас. Поверь в это. Изменения уже на горизонте. Происходят возможности, благословения и сдвиги в вашу пользу. Доверяйте и верьте. Молитесь о сдаче. Отпустите свои страхи, неуверенность и тревогу. Верьте, что Божий свет укажет ваш путь. Радуйтесь этому новому дню, сотворенному Господом. Успех и улучшение уже на подходе. Все наладится. Скажи «да», если ты в это веришь. Не забудьте передать свои страхи, тревогу, неуверенность, сожаление, замешательство, вопросы, разочарование и разочарование Богу, который готов помочь вам. Могу ли я получить аминь? Задержка, которую вы испытываете в достижении своих целей, на самом деле является частью Божьего плана, который поможет вам преодолеть трудности и укрепить вашу веру в Него. Этот год может стать одним из лучших в вашей жизни, если вы останетесь на своем нынешнем пути и сохраните концентрацию. В вашу жизнь вот-вот войдет особенный человек, который не только поддержит вашу карьеру, но и позаботится о вашей семье. Этот человек будет казаться подарком от Бога. Будьте готовы к сезону чудес, поскольку ваша умственная, духовная и финансовая стабильность улучшится. На протяжении всего вашего путешествия Бог будет с вами, направляя ваш путь. Он желает, чтобы вы оставались спокойными и не позволяли своему гневу или действиям других мешать вашему прогрессу. Постарайтесь не формировать сильные эмоциональные связи с людьми, которые могут сбить вас с пути. Ваша вера в Божьи обещания жизненно важна. Продолжайте молиться и выражать благодарность, независимо от того, что происходит. Если вы глубоко любите Бога, подумайте о том, чтобы подписаться на этот канал. На этой неделе будьте готовы к тому, что в вашу жизнь войдет новый человек и поднимет вас на новый уровень. Ваше терпение будет испытано, и ваша семья может столкнуться с трудностями, но помните, что Бог наблюдает и защищает вас. Ваши молитвы защитят ваших близких от вреда. Бог заверяет вас, что благословит вас на этой неделе, разрешит любые проблемы, с которыми вы столкнетесь, и защитит вас в вашем путешествии. Верьте в Его план и никогда не отпускайте Его руку. В этом месяце вы и ваша семья встанете на распутье, но в конечном итоге это укрепит вас. Доверьтесь божественному исцелению и восстановлению здоровья. Ваш путь будет очищен от препятствий. Никогда не сомневайтесь, что у Бога есть план для вас. Он всегда работает за кулисами, чтобы обеспечить ваш успех.
Оставайтесь преданными своим целям и никогда не сдавайтесь. В будущем вас ждут удивительные вещи. Сейчас настало время, чтобы успех, счастье и финансовое изобилие легко влились в вашу жизнь. Бог формирует из вас человека, которым вам предназначено быть, и ваши молитвы будут услышаны. Доверьтесь руководству Бога, и вы обретете цель, удовольствие и спокойствие в своей жизни. Вы не будете разочарованы. Божья сила и слава проявятся в вашей жизни. К концу этой недели вы будете приятно удивлены тем, кто по-настоящему заботится о вас, уважает вас и остается верным и честным. Доверьтесь Богу, чтобы Он открыл подходящего человека, который будет рядом с вами. Дорогой Небесный Отец, я хочу поблагодарить Тебя за Твое руководящее слово. Пожалуйста, помогите мне решить не обижаться на то, что другие говорят обо мне. Даруй мне мудрость сосредоточиться на проявлении любви Христовой каждым словом и действием. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь. Бог напоминает вам не сдаваться. Он верен и восстановит, исцелит и откроет вам путь. Доверьтесь Ему, ибо Он делал это раньше и сделает это снова. Ефесянам 1:17. Просите, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, славный Отец, дал вам дух премудрости и откровения, чтобы вы лучше познали Его. Дорогой Небесный Отец, пожалуйста, даруй мне мудрость. Понимая путь, который предстал передо мной, я ищу Твоей божественной мудрости, Господь, чтобы направлять мои решения. Я жажду, чтобы мой выбор прославил Тебя и приблизил меня к Твоей воле на всю мою жизнь. Пусть Твое руководство откроет мое сердце, и пусть мудрость, которую я ищу, приблизит меня к Тебе. Позвольте мне служить другим сердцем, полным любви и сострадания. Во имя Иисуса я возношу эту молитву. Аминь. Бог уверяет нас, что наши страдания прекратятся, наши слезы высохнут и чудеса не за горами. Не теряйте веры. Доверьтесь Ему и найдите утешение в Его мудрости. Доверьтесь Его времени. Он слышит ваши молитвы и дарует вам необходимую вам мудрость. Столкнувшись с трудностями, я возношу эту молитву, чтобы упорствовать. А Боже, я признаю, что жизнь преподнесет испытания, но я также осознаю Твой суверенитет во всех ситуациях. Помоги мне вспомнить Твои обещания и вечную красоту, которой я буду наслаждаться вместе с Тобой. Даруй мне мужество и силу твердо стоять в своей вере. Во имя Иисуса молюсь. Аминь. Бог заявляет, что сегодня ваш день. Вас ждут чудо и прорыв. Доверьтесь Его действиям в вашей жизни. Верьте в Его идеальное время, потому что вот-вот произойдет нечто необычайное. Ваши нынешние обстоятельства ведут вас к благословению. Я молюсь Богу не об облегчении жизни, а о силе и храбрости, чтобы противостоять моим трудностям. Аминь. Бог ведет вас в место, в котором вы можете чувствовать себя неподготовленными. Помните, Бог не призывает оснащенных, Он снаряжает призванного. Божья истина временами может быть болезненной, но Он никогда не утешит вас ложью. Бог разговаривает со своими детьми, предлагая утешение и силу. Он напоминает нам, что мы сильнее своих проблем и что наше благословение в Его руках. Он призывает нас продолжать борьбу и не терять из виду видение, которое Он дал нам. Он повелевает нам быть смелыми и бесстрашными, обещая свою поддержку и ободрение. В этом мире, полном искушений, нас призывают оставаться стойкими в Его Слове и противостоять злу.
Наша приверженность Его справедливости принесет великие награды. Даже когда кажется, что наши мечты не сбудутся, Его Слово дышит жизнью и восстанавливает надежду. У Него на нас грандиозные планы, превосходящие наши самые смелые фантазии. Бог призывает нас быть храбрыми, менять свое мышление и оставаться твердыми в своей вере. Несмотря на любые препятствия, Его сила остается постоянной. Он тот, кто дает зрение слепым, исцеляет множество людей и спасает нас от отчаяния, чтобы даровать нам жизнь с избытком. Нас призывают продолжать двигаться вперед, продолжать доверять, поскольку наш прорыв близок. Наши желания угодны Ему, и хотя прогресс может показаться медленным, нам напоминают, что нельзя бояться неудачи и сомневаться в своих способностях. Мы наполнены талантами и умениями, и если мы действительно чего-то желаем, мы достигнем этого с Его помощью. Он призывает нас мечтать о большем, поскольку Он готовит перед нами путь. Он обещает дать нам крылья, подобные орлам, которые позволят нам бежать, не уставая, и ходить, не падая в обморок. Нас призывают доверять Ему, искать Его совета, прежде чем принимать важные решения, и Он даст лучший совет. Мы уверены, что ни у кого нет идей лучше, чем у Него, и что Он знает, что нужно нашим сердцам для истинного счастья. Нам напоминают, что нужно верить в Его обещания, поскольку в них заключена жизнь. В единстве мы молимся о том, чтобы Его бесконечное процветание украсило нашу жизнь. Пусть Его щедрость осветит наше существование, очистит наши пути и сохранит постоянное изобилие в нашей жизни. Мы также молимся о Его исцеляющем прикосновении ко всем страждущим физически, умственно или духовно. Мы выражаем благодарность за предоставленные дары и чудеса, которые еще впереди. Приготовьтесь, ведь в ближайшие 7 часов после этого сообщения ожидайте стать свидетелями чудес и всепоглощающей волны радости. Представьте, что благословение, процветание и крепкое здоровье вливаются в вашу жизнь. Бог с вами, превращая препятствия в возможности, слезы в улыбки, а дефицит в изобилии. Если вы верите, что у Бога есть чудесные планы для вас и вашей семьи, мечты, которые сбудутся, и благословения, превосходящие воображение, тогда доверьтесь Его силе. Он призывает вас на новый уровень благословений и чудес. Даже в жизненных бурях Он рядом с вами, готовый изменить вашу историю, финансы, здоровье, отношения и все остальное. Не позволяйте слезам наполнить ваши глаза или боли охватить ваше сердце. Всемогущий Бог с вами, и Его любовь огромна, как небеса, и глубока, как океаны. Провозгласите, что Бог – ваше прибежище, потому что Он заботится о вас. Лучше еще впереди, так что не бойтесь. Вы не одиноки, ведь я с вами, могучий Титан, готовый вдохновлять и мотивировать вас. Я устрою вам пир даже перед лицом ваших противников. Я признаю, что это времена, наполненные трепетом и опасениями, особенно за мое потомство, с бесчисленными мирскими соблазнами. Крайне важно, чтобы вы оставались непоколебимыми в моих учениях, сопротивляясь злу до конца. Ваша приверженность отстаиванию моей справедливости приведет к существенному вознаграждению. Я знаю о ваших многочисленных стремлениях и мечтах, и бывают случаи, когда кажется, что они никогда не осуществятся. Обратите пристальное внимание на мои сегодняшние слова, поскольку они наполнены жизнью и возобновят надежду, которую вы, возможно, потеряли. Провозгласите: «Бог – мое святилище, ибо Он заботится о вас». Лучшее еще впереди, так что не падайте духом даже в условиях неопределенности.
Помните, что Бог все контролирует, и вас окружает легион ангелов. Провозглашайте: «Победа моя», и бойтесь Господа. Боящийся Господа имеет твердую уверенность, и дети его будут иметь прибежище. Мы цепляемся за обещание, данное в Левит 26, 1-13, зная, что, если мы будем следовать Твоим постановлениям, Ты позаботишься о нас, даруешь нам мир и защитишь нас от вреда. Господь, мы сопротивляемся страху перед людьми и вместо этого доверяемся Тебе. Мы верим в Вашу защиту и обеспечение, как сказано в Псалме 41, 2. Господь хранит его и сохраняет его жизнь. Он назван благословенным на земле. В Исаии 32, 18 мы находим надежду на то, что ваш народ будет жить в мирном и безопасном жилище. Как горы, окружающие Иерусалим, вы окружаете свой народ. Мы молимся о том, чтобы в наших домах воцарился мир и чтобы ваши благословения переполнились нашей жизнью. Пусть наши семьи верно служат вам, и пусть ваш свет сияет на нас. Завершая эту молитву, мы с уверенностью заявляем: «Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне бояться?» Мы, подобно Иисусу Навину, выбираем служить вам и заявляем, что касается меня и моего дома, мы будем служить Господу. Пусть наши дома будут построены на мудрости и понимании, наполнены драгоценными богатствами. Мы верим в вашу ангельскую защиту и доброту вашего присутствия. Во имя Иисуса мы требуем этих обещаний и молимся о вашем руководстве, силе и мире, чтобы они наполнили нашу жизнь. Аминь. Спасибо, что отправились сегодня вместе со мной в это путешествие. Я надеюсь, что это видео вам показалось интересным и интересным. И если да, не забудьте поставить палец вверх и подписаться на мой канал, чтобы никогда не пропустить будущий контент. И если у вас есть какие-либо вопросы, мысли или предложения, не стесняйтесь оставлять их в разделе комментариев ниже. Мне нравится слышать ваше мнение и участвовать в дискуссиях. Помните, ваша поддержка очень важна для меня, и это мотивирует меня продолжать создавать для вас ценный контент. Так что до следующего раза сохраняйте любопытство, вдохновение и оставайтесь потрясающими. Увидимся в следующем видео.